Кузьмич Кирилл, ученик 6 А класса, и тема моей научно-исследовательской работы «Интернет-тренды или чем опасны подростковые челленджи». Цель – анализ влияния челленджей подростков и их последствий. Гипотеза – экстремальные челленджи привлекают большое внимание подростков и являются опасными для здоровья. Задачи – раскрыть понятие челленджи, рассмотреть популярные челленджи в интернете, оценить действенность влияния челленджей на примере учащегося МГУ СОЖ номер 3 поселка Чернышевский, проанализировать последствия опасных челленджей, понять, почему подростки рискуют здоровьем для того, чтобы выполнить определенный челлендж. Обратить внимание на объект исследования, предмет исследования и методы. Актуальность. Современная молодежь не представляет себя без лайков, репостов и комментариев. Если раньше рискованное поведение чаще проявлялось в уличных играх, то теперь большинство детей любят хвастаться своими достижениями на камеру, что приводит иногда к плачевным результатам. Поэтому мы считаем, что изучение влияния челленджей на подростков очень актуально в наше время. Происходит от английского challenge, что в свою очередь переводится как проблема, сложная задача, вызов. Участники флешмоба выполняют действия на слабо, в обязательном порядке снимают действия на камеру, загружают ролики в интернет, высылают друзьям, родственникам, знакомым или зрителям. Суть заключается в том, чтобы сделать что-то такое, каждый смог бы повторить, что не смог бы каждый повторить. А задача зрителей – все-таки попытаться это сделать. При вопросе мы собрали опрос учащихся МГУ СОЖ номер 3, в котором приняли участие 153 человека. Мы задали им вопрос: знаете ли вы, что такое челленджи? На что 121 человек сказали, что знают, 38 ответили, что не знают, и 2 человека ответили, что слышали, но не помнят. Потом тем, кто знают, мы задали вопрос: принимали участие в челленджах они? 76 человек сказали, что принимали, и не принимали участие 36 человек. Мы сконцентрировались именно на людях, которые выполняли челленджи. И некоторые из них признались, какие очень популярные челленджи они выполняли. Челлендж «Пушистая зайка», в котором суть заключается в том, что надо в рот набить как можно больше зефира и высказать слово «пушистая зайка». В нем принимали участие 18 человек. 11 из них сказали, что когда выполняли это задание, им было тяжело дышать. 3 сказали, что это было весело, а 2 человека никаких последствий не испытали, а 1 опрошенный сказал о том, что держать зефир было во рту очень больно. Банан челлендж. Суть его заключается в том, что надо на одной ноге простоять на кожуре банана как можно больше времени. 11 людей сказали что справились с заданием, и 3 учащихся признались в том, что упали на пол, и 1 ударился о шкаф. 6 человек говорили что они, выполняя челлендж, перебегали дорогу перед машиной, и никаких последствий не испытали, если не считать выброса адреналина. Некоторые пытались выходить из машины на ходу и станцевать под песню «Kiki, do you love me, Drake?». Результат – хорошее настроение, веселье. И также 3 пробовали жевать стиральные капсулы. 3 человека сказали о неприятном послевкусии, и 2 заявили, что их тошнило после данного испытания. Челлендж «Ели корицу». В нем принимали участие 4 человека, и все испытуемые кашляли и плохо дышали. Прыгнуть с 10 ступеней вниз. В нем участвовали 3 человека, 1 человек отбил ногу, 1 подвернул ногу, и 1 учащийся заявил, что справился с заданием. Соль вместе со льдом наносили на части тела 3 человека. 1 сказал, что никаких последствий не было, 2 заявили о покраснении на коже. Попробовали наносить 100 слоев лаков 2 человека. Им было тяжело после всех проделанных манипуляций снимать лак. Ездили на капоте машины 2 человека. Оба сказали, что никаких последствий не было. Выпивают 2 литра молока за 5 минут 2 человека. Результат – 1 рвота.
во все квартиры в подъезде на пороге оставляли кожурки от семечек. Участвовали 2 человека, последствий по их признанию никаких не было. Держали пальцами просунутыми через дверь яйцо, а на полу в это время был телефон. Участвовали 2 человека. В результате в обоих случаях яйцо упало на телефон и разбилось. Пробовали мента запивать колой 2 человека. Одного участника стошнило, но не вырвало, а другого вырвало. Банан запивал литром спрайта. 1 человек признался, что 2 литра не смог бы выпить, так как уже после 1 литра очень тошнило. Вывод. Исходя из пройденного анкетирования, мы можем сделать следующие выводы, что интернет-тренды, так называемые челленджи, не обошли стороной нашу школу. Многие подростки пробовали опасные затеи и, как видим, без последствий не обошлось. Дальше мы провели беседу с медицинской сестрой Цараковой Светланой Владимировной. Первый вопрос, который мы ей задали: правда ли одновременное употребление колы и ментоса может разорвать желудок? На что она ответила: это ложь. Ведь к тому времени, когда кола достигнет желудка, большая часть углекислого газа уже улетучится. Но если вы все же решаетесь на такой вызов, то будьте готовы к язве желудка и извергающему фонтану колы. Второй вопрос мы задали: чем опасен челлендж «Пушистый зайка»? На что она ответила: этот челлендж не менее опасен, так как во время разговора дыхательные пути открываются, а значит зефир с легкостью может попасть в них. Результат удушения. Третий вопрос, который мы задали: в чем опасность употребления молотой корицы? На что доктор сказал: незначительные побочные эффекты могут включать в себя кашель, позывы на рвоту, но куда более серьезные побочные эффекты могут возникнуть, если корица застанет легких, вызывая множество проблем, таких как воспаление легких, уточнение легочной ткани, рубцевание, пневмония. Еще 4-й вопрос: каковы последствия поедания стеарных капсул? На что она ответила, то, что, разумеется, это может стать причиной отравления. Мы ей задали вопрос, чем опасен челлендж «Соль и лед», на что она не смогла ответить, но дала догадку о том, что, скорее всего, произойдет химическая реакция. И мы провели беседу тогда с учителем химии и биологии Бажановым Анатолием Геннадьевичем, на что он ответил: соль со льдом вступает в химическую реакцию, существенно понижая температуру последнего. В результате на теле образуются следы химических ожогов и обморожений. Вывод. Беседа со специалистами дала нам понять, что некоторые челленджи опасны не только для здоровья, но и для жизни. Дальше мы провели беседу с инспектором по делам несовершеннолетних Намаконовой Еленой Петровной. Она рассказала о некоторых случаях, то, что с те, кто перебегал перед машиной, проводилась беседа. Также мальчик убежал из дома, выполняя 24 часа, челлендж потерялся, из-за чего тоже была проведена беседа. И один мальчик украл автомобиль, из-за чего был поставлен на учет. Вывод. Исходя из беседы со специалистом, мы приходим к выводу, что интернет-челленджи не только опасны для здоровья, но и могут создать проблемы с законом. Заключение. Заключение нашей научно-исследовательской работы можно сделать вывод, что гипотеза, которая была выдвинута нами, нашла свое подтверждение. Проанализировав причины подражания опасным челленджам, мы понимаем, что дети просто хотят быть героями своего времени. Они хотят доказать всем, и в частности самому себе, что они смелые, храбрые. Но, как видим, такие увлечения могут нанести вред здоровью и создать проблемы с законом. Поэтому задача взрослых состоит в том, чтобы как можно больше делать просветительских бесед об опасности челленджей. Фактическая значимость нашей исследовательской работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы классными руководителями на классных часах, на детских собраниях и на школьных линейках. Вот памятка, которую мы как раз сделали. Спасибо за внимание.